ноябре Чувашский государственный театр оперы и балета порадует любителей классического искусства яркими и интересными спектаклями в рамках 31-го международного оперного фестиваля. О том, что ждет чебоксарцев и гостей столицы, рассказала главный дирижер театра, заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств Чувашии Ольга Нестерова. Международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова пройдет с 15 по 28 ноября и откроется премьерой оперы Сергея Рахманинова «Олега». Эта постановка посвящена 150-летию со дня рождения композитора. Готовиться к юбилейной дате начали заранее, отметила Ольга Сытнеровна. «Олега» – это страстная история любви. Нужно отметить, что это уже третий совместный проект Чувашского государственного театра оперы и балета и Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством народного артиста России, заслуженного деятеля искусств Чувашии Марисы Яклашкина. Балетмейстером-постановщиком этого спектакля выступил известный хореограф Константин Матулевский из города Москва. Этот спектакль наполнен такой страстью, такой эмоцией. И здесь русская душа, и здесь потрясающие мелодии Рахманинова, а его богатейшая гармония и тонкие чувства, которые мы услышим в этом спектакле, они никого не оставят равнодушными. Этот спектакль, премьерный спектакль оперы «Олега», ставится двумя коллективами. В нем принимают участие два коллектива. В содружестве с нашей симфонической капеллой под управлением Марисы Николаевича Яклашкина мы с удовольствием работаем над постановкой этого замечательного спектакля оперы «Олега». Программа фестиваля обещает быть очень интересной. Не обойдется и без прекрасной и мелодичной музыки Джузеппе Верди. Партии Риголетто и Джиды исполнит заслуженный артист России Василий Святкин из города Самара и солистка из Санкт-Петербурга Надежда Кучер. Также зрителей ожидает опера Жоржа Бизе «Кармен», где будут блистать гости из Большого театра. Заслуженная артистка России Агунда Кулаева и исполнитель партии Хазе Сергей Радченко. Продолжит программу оперы «Севильский цирюльник». Это уникальные певцы в каждом спектакле. И каждый спектакль, мне кажется, настолько будет интересен. Прежде всего, что меня больше всего всегда волнует, это высочайший качественный исполнительский уровень. Завершится музыкальный марафон по традиции большим гала-концертом. Зрители будут радовать заслуженная артистка России Татьяна Печникова, солисты Мариинского театра Антонина Весенина и Оскар Абдразаков и многие другие. Также публика увидит любимых солистов чувашской сцены. Напоминаем, что 12 ноября в театре пройдет акция «Черная пятница». Это значит, что билеты и абонементы на спектакли можно приобрести со скидкой 30%, в том числе и по пушкинской карте. В такое сложное время музыка должна объединить людей. Вход в театр осуществляется при предъявлении QR-кода и документа, удостоверяющего личность.